Малышка Зулейха в надежных руках мамы, бояться ей нечего. София Балаева здоровью дочери уделяет пристальное внимание и с особой ответственностью подходит к вакцинации, хорошо осознавая последствия инфекционных болезней, в том числе полиомиелита. Полиомиелит – это очень опасная болезнь, насколько мне известно. Она приводит детей к инвалидности, даже бывают смертельные случаи. Поэтому своих детей я привила и всем советую прививать своих детей от этой болезни для здоровья нашей нации и всего будущего нашего поколения. Вирус, который в прошлом унес много жизней и оставил тысячи детей инвалидами, сегодня практически побежден благодаря вакцинации. Острые инфекционные заболевания вызываются вирусом, который передается от человека к человеку, чаще всего через загрязненную воду и пищу. Болезнь может привести к печальным последствиям. К симптомам важно относиться серьезно. Основные симптомы полиомиелита – это лихорадка, слабость выраженная, тошнота, рвота, диарея. А также основным самым таким ярко выраженным симптомом это является периферический паралич. Радимхан Бисаева отмечает, что за последнее время в связи с подъемом инфекционных заболеваний в нашей республике растет количество вакцинируемых. Эту процедуру можно провести с 3-месячного возраста инактивированной вакцины. Препараты хранятся под строгим контролем. Их хватит всем. Вакцина у нас хранится в холодильнике при определенном температурном режиме. У нас есть индикатор, который контролирует эту температуру. Температурный режим строго контролируется. Прививки – это единственный надежный способ защиты от полиомиелита. В России такая вакцинация входит в национальный календарь прививок и проводится в несколько этапов. Важно соблюдать график инокуляции и не отказываться от проведения вакцинации, чтобы это не привело к вспышкам заболевания. В связи с тем, что мы наблюдаем за последствиями и осложнениями данных инфекционных заболеваний, которые могут привести к инвалидизации и даже летальным исходам, призываем родителей планово проводить вакцинацию и соблюдать карантин. По словам врачей, чтобы окончательно избавиться от угрозы заболевания, необходимо продолжить вакцинацию и поддерживать высокий уровень осведомленности населения. Это не просто рекомендация, а необходимость защиты здоровья каждого из нас. Луиза Арапиева, Билал Ахильгов, Магаз 24.